Я люблю всю якутскую кухню. Мед вот натуральный, просто вот натуральный такой янтарный мед. Егор Афанасьевич вот Друзья отправляют. с Ингушетии нам отправляет. С Ингушетии заказываю. Я вспоминаю, когда мы впервые знакомились, как-то один раз, это было в Новосибирске, с Прасковьей, еще не были семьей, да. Но один раз как-то после кино приехали, после фильма, вечером поздно, и мне кушать захотелось. Я говорю, Прасковья Петровна, тогда Паша, говорю, есть что кушать? Ну, студенческая, вы сами знаете, жизнь. Кушать это кусок хлеба, там кусок масла, или еще что-нибудь, там кусок колбасы. Да, масла не было, маргарин. Маргарин. И яблочное повидло. Ну, прихожу, там у нее что было, там, может быть, хлеб был, еще 3-4 яйца было, вот так, пачки молока, или полбутылки молока, все, ничего не было. Я думал, что это что-то пусто. Но она вдруг берет молоко в сковороду, потом яйца туда, соль, сыпет, и там получается какое-то густое такое блюдо. Я впервые тогда попробовал, что такое омлет. До этого в жизни не кушал омлет. И, оказывается, это самая вкусная вещь тогда была. Когда студентами были, ну там всегда денег не хватало же, правда? А мы семейные были тогда же. Деньги кончились, нечего было кушать. И она пошла, купила щавель за 3 копейки. За 3 копейки щавель траву. И у нас 3-4 кусочка картошки было, это штук. Она принесла это щавель, сварила суп. Щавелевый суп. Такого вкусного супа я еще... ну, я не знаю как. Но вот суп сварила, щавель, картошку, соль положила, лук положила. Я такого вкусного супа в жизни еще не кушал. Хотя я по всему миру езжу, такого супа я не кушал никогда. Вот так. Поэтому еда – это дело такое тонкое. А вы ужинаете тоже вместе? Конечно. Мы всегда вместе. Идете, да? Сколько знакомых, столько вместе кушаем. Если я дома, если она куда-то в командировку уезжает, то я не кушаю. Ждет меня. 2 дня, 3 дня жду, или там на ходу кусок хлеба, или еще чай попью, все. На этом все, ничего не готовлю. Хотя могу, все умею готовить.